ну, на сегодняшний день, если мы говорим даже вот о современном костюме, и что можно взять с традиционного, не обязательно нагружать полностью вышивкой. Даже не то, что не обязательно. Вышивка, она должна помогать, но никаким образом не убивать одежду. То есть любой декор, он должен каким-то образом подчеркивать, во-первых, статус, во-вторых, ну, как бы назначение, в-третьих, ну, какая целевая направленность в этом назначении. Крым был вообще пересечением многих дорог. И никак не могло это не влиять на сам костюм. Мы видим, допустим, в начале 20 века или в конце 19-го пояс совсем под грудью. И там стоечка-воротник, бархатное платье, здесь всего лишь украшение в виде шерта, там тесьма. Но и все, то есть оно не было вышитым. Вышитые были только енха-пахлар. Или там, может быть, уже вот одевали манисты, там хасиды, могли одевать там какие-то ювелирные украшения, но вот этого чрезмерного какой-то вышивки внизу или там на платьях не было. Фес, он возник у нас, в принципе, не сильно как бы давно. Он возник у нас ну, в начале 19 века. Но он очень плотно вошел в строй костюма, и поэтому он как бы вот именно читается как отдельный элемент именно крымско-татарского костюма. То есть это произошло в 1825 году. Вышел указ, да, в Османской империи ношения фес как головного убора. Поэтому вот как бы и в Крыму это очень сильно восприняли и очень стали это применять. Наша одежда была вообще-то на самом деле очень даже контрастной. То есть контраст фактуры, цвета, рисунка даже бывало. И как-то умели это сочетать. Очень смело даже. Вот все можно посмотреть в традиционном костюме. Там столько подсказок, там просто нужно немножко обратить уже внимание на традиционный костюм. А у нас все вышивка, вышивка, вышивка. Можно минимально даже вот декор, в виде декора, как я говорила, уже просто пуговицы использовать. Можно, допустим, одеть пайту, сегодня худи, пайта, и мы можем либо нанесением принта, либо вышивкой, либо очень-очень много есть моментов, которые могут декор, да, это называется. То есть мы в виде декора можем просто дать какой-то элемент. Не обязательно вот тоже все худи расписывать, принтовать и все такое. Просто может быть элемент на кармане накладном. Может быть просто там, опять же, может на спине что-то, по цветам тоже. Если это яркий цвет, то тоже там в зависимости от гаммы нужно подавать рисунок. Если это какой-то цвет у худи, допустим, ну какой-то очень такой пастельный, конечно, и цветовая гамма орнамента тоже будет пастельная. Можно очень смело сочетать, ну это уже спортивный, да, стиль. Можно лампасы, я пыталась уже, кстати, соединять лампасы и вышивка. Опять же, это нужно так делать по цвету грамотно, чтобы это не было вычурно, чтобы это смотрелось в тему, чтобы это не выпячивалось как театрально. Когда человек хочет, наверное, применить все на себе, иногда же бывает, что как вот невеста, она как елочная елка наряженная, да, там вся она блестит. Там, это тоже опера, я считаю. Вот и оголение, и вот все это. Просто, ну, если мы говорим о фесе, значит, все. Это уже определяет все дальнейшее. То есть к платью одевать фес, ну, как-то это, мне кажется, надо изначально продумывать. Если ты собираешься одевать фес, то значит и все остальное. Все остальное, оно как бы, ну, фес крымско-татарского костюма. Это, ну, как бы, крымско-татарский костюм формировался в условиях там исламской религии. Ну, у нас как бы есть традиции свои. Я считаю, что, ну, да, оно очень диссонирует. Вот когда вот эти оголенные плечи, то есть
можно обойтись и без этого. То есть я считаю, что не обязательно, чтобы показать себя экстравагантной или красивой, или какой-то модный, или какой-то там, не обязательно оголять те же плечи. Вот. Ну, когда ты одеваешь фес, значит, когда ты одеваешь фес, все-таки нужно задумываться, ну, а смысл тогда одевать фес, если ты хочешь показать, что ты крымская татарка, а крымская татарка, она и вот все вот эти вот составляющие. Ну, мне нравится, когда, наверное, ювелирные украшения больше применяют в костюме. Опять же, либо вышивку вот совсем к месту, чтобы подчеркнуть, может быть, какой-то узел в костюме. Может быть, это какое-то платье, которое там длинное в пол, но оно там где-то очень там ворот, либо там, может быть, только манжеты, они красиво и умело вышиты вручную, декорированы. Я бы очень хотела бы, чтобы ну, вот, применяли вот такие вот, может быть, какие-то жилеты, жакеты с этническими какими-то, вот, ну, просто у нас с тканями не очень хорошо, поэтому сказать, что вот там в полоску, вот эту аутентичную, вот, ее тяжело найти здесь. Она, вот полоска была и в Азии, да, она была и в Турции, и она была еще и на Балканах. Но наша полоска привозилась, или там ткали здесь тоже, но в основном привозили. Вот, и называлось еще даже платье было Шам-Аладжа Антер, потому что Шам-Аладжа, это Шам, это Сирия, да, это получается, в те времена так называли именно Сирию и Багдад, в общем. И получается, что привозились оттуда ткани вот эти вот в полоску, и они в основном были сдержанные. Например, если это взять чем-то в Средней Азии. Мне нравится, когда вышивка вообще, например, там белое на белом, серое на сером, то есть тождественность, да, в цветах. То есть это уже говорит о том, что это повседневное, ну, как бы, или элегантное какое-то применение. Когда мы хотим стремиться к национальному, мы хотим себя идентифицировать. Мы будем всегда себя идентифицировать, пока, ну, пока у нас будут проблемы национального характера. Тем самым мы будем себя просто показывать, идентифицировать какими-то знаками. Опять же, я опять же говорю, символы, знаки.